Хорошо? Когда тренинг закончился, откуда я узнал? Потому что один день тренинг заканчивается, и как-то мы хорошо, он 2-3 раза посещал мой тренинг, как-то мы пообщались, подружились. Один раз тренинг заканчивается, он мне говорит, может посидим где-нибудь пообщаемся? Я смотрю, у него не тянет никуда, он не хочет домой пойти. 11 часов ночью. Ну и ладно, сидели в кафе, второй день так, третий день так. Я ему сказал на третий день: Сергей, у тебя семья есть? Я говорю, почему тебя не тянет к семью, домой? И тогда он начал вот это все рассказывать. И когда на 4-й день я ему вот так общаемся и так далее, я ему говорю, хорошо. И он говорит вот так, я прихожу домой, она спит, ухожу из дома, она спит. Я говорю, пойдем к тебе домой. Я говорю, куда? Представьте, 11:30 ночью. Я говорю, к тебе домой. Он говорит, ко мне домой? Он вообще в шоке. Он не может представить эту картину. Она сейчас спит. А что будем делать у меня дома? Для него это шок. Я говорю, не переживай. Все будет хорошо. Пойдем домой. Он говорит, как? Я говорю, ты купи цветы, я куплю торт, и пойдем, все, поразговаривать будем. Он говорит, вы хотите с ней разговаривать? Я говорю, да. И он говорит, лучше не надо. Я говорю, почему? Он говорит, это бесполезно. Я говорю, почему бесполезно? Я же знаю ее характер, зачем пойдем? Лучше не надо, я же ее знаю. Потом она и скандалит будут, и на нервах копадут, зачем пойдем? Я говорю, послушай, тебе надо изменить ситуацию, тебе надо влиять на эту ситуацию. Эту ситуацию оставишь по-прежнему, она еще гнилой становится. Она еще глубже пойдет. Тебе надо изменить эту картинку, тебе надо влиять на эту ситуацию. А если ты не влияешь, она будет дальше так. Он говорит, я говорю, пойдем, все будет нормально, ты не переживай. Когда мы пришли перед подъездом, внизу, я ему говорю, а теперь ты воображай, как она открывает дверь, как она нас встречает. Там. Он говорит, правда это работает? Я говорю, ты представляй. И он вот так делает, каждый раз вот так делает. Его мозг, настолько у него в памяти вот как печать сидит, что она злая. Так, понимаете? А вот на его эмоции настолько внутри боль накопилась, барьер, что он даже мысленно позволить себе не могут. Не то, что реально. Я знаю, что у многих из нас так. Когда накапливается боль, ты даже не хочешь. Он говорит, я даже не хочу это делать. Я говорю, надо делать. Он говорит, ты же говорил, у тебя же 3 детей. Ты любишь их? Да. Тогда надо что-то делать. Надо что-то делать. Мы поднимаемся к двери и начнем стучить. Мы поднимаем дверь, обычно как? Он вытаскивает ключи. Я говорю, стоп, нажимай на звонок. Он говорит, она спит. Я говорю, ну что спит? Пусть встает. Нажимай на звонок. И он говорит, вы понимаете, сейчас она будет конкретно нас и скандалит. Я говорю, ну что, пусть попробует скандалить, попробуем, давай, нажимай на звонок. И он говорит, послушайте, у нас не принято, вот ключи у меня есть, давайте я сам лучше открою. Я говорю, нет. Дело в том, что ты переучил ее так. Ты не понимаешь, что это такое. Ты понимаешь, что женщина оргазм получает, кайф получает, когда ждет. Она с удовольствием ждет. Откуда ты взялся, что она не хочет тебя ждать? Кто тебе так сказал? Веками они ждали. Тысячелетия женщина всегда ждала своего героя. Разве не так? Я говорю, давай, нажимай на звонок. Мы нажимаем на звонок. И вдруг, в общем, мы нажимаем, где-то 10-15 минут никто не открывает. Потом какой-то момент, тапара, кто-то там глазок вот так делает. И тапара, убежал. Мы ничего не поняли, никто дверь не открывает. Звук тогда идет. А потом какой-то момент, замок шрек. Я думаю, что она, потому что она ушла. Потом, наверное, она медленно пришла, одела что-нибудь, халат или что-то-нибудь. И аккуратно вот так открыла, наверное, вот так что-то такое. И дверь шрах открывается, света нету, ни коридоре, нигде света нету. Мы пока дверь открыли, зашли, темно же. Пока Сергей нашел это выключатель, она трак, тот дверь закрылся. Она успела побежать к себе в спальне. И теперь мы вдвоем смотрим друг друга, где наши все фантазии, там то, что вообразили внизу. Где это все, куда-то исчез. И он на меня смотрит такой, он вообще расстроен. Вообще, он не знает, что делать, потому что для него это непонятно. Я ему говорю, позови. Я говорю, как? Я говорю, позови ее.
Просто позови. Он говорит, как? Я говорю, просто скажи, приходи, позови. Он говорит, он смотрит на меня, я говорю, давай. Мы стоим, я держу торт, он светит. Представьте эту картину. Это зима еще. Представляете, вот с куртком одеты стоим. Я говорю, давай, позови. И он начинает говорить, Ольга. А туда, И тут, подойди сюда, пожалуйста, со мной гости. Она как-то вот так, халатом одета, и вот так вышла. Здравствуйте. Вот так идет, вот так. А я ей говорю, я ему. Она уже идет, уже кухня пройдет. Я ему, останови его, останови. Он говорит, зачем? Останови. Он его пытается остановить. Я ему говорю, скажи ей, что ты ее любишь. Да. Я просто скажи ей, что ты ее любишь. И у него внутри такой, а он, я не могу. Она же уже идет в кухню, она уже прошла, она уже идет. А мы за ней, вот со спиной стоим. Я говорю, скажи, что ты ее любишь. И он, да я не могу. Как такого любить? Вот это же вот тем более такое состояние, такое отношение. Да перестань, скажи ей. И тут он начинает говорить, Ольга, она, она вот так, Она же идет туда, И тут он, я тебя люблю. Это было что-то. Вы знаете, голос как терминатор. Действительно в таком духе. А я так глаза смотрю вниз и только вот так делаю. Повтори еще раз. И держу торт. И вы знаете, он повторил второй раз. Третий раз. Как будто лед начинает таять же. Бывает такое? Где-то на третий, четвертый раз ему уже стало намного легче это сказать. Это было что-то. Это была картинка, которая перед моим глазом прошла. Она вернулась. И знаете, что она делала? Она обнимала его и сказала, повтори еще раз. Это было что-то. Знаете, я думаю, интересно, настолько внутри накапливается боль, что нам тяжело иногда, наша гордыня не позволяет. Просто человеку сказать, я благодарен тебе, я люблю тебя, ты сильный для меня, я действительно нуждаюсь в тобой. Нам так тяжело это говорить, оказывается. Так сложно, оказывается, нам это говорить. И иногда мы думаем, что это несерьезно говорить такие вещи. Кто вам сказал, что благодарность это несерьезно или слова любви? Они же помягчают боль. Вот это лед растает внутри. Согласны? Лед реально растает. Вот она что. Классно, правда? А вы знаете, до 4 утра тот вечер мы сидели, чай попили, общались. Потом через день, когда тренинг закончился, я Сергею говорю, пойдем где-нибудь посидим. Он говорит, нет, я домой пойду, она меня ждет. Через день, представляете? Потом я приезжаю туда где-то через год, и тут он приходит, я смотрю, на первый ряд он сидит с женой, и она, результаты на лицо. Классно. Называется, поиграли, живот вырос. Классно. Это что означает? Это означает, что, ребята, для того, чтобы достигать уровня понимания, надо все использовать. И слова, и стремление, и забота. Все надо делать. Абсолютно все. Кому-то работает, например, забота. Кому-то работает слова. Кому-то работает вдохновение. Правильно? Кому-то надо просто рядом быть, ничего не говорить. Просто рядом с ними побудьте, они начинают любить вас, себе спокойно чувствовать. Есть такие категории людей. Согласны? Вот люди разные. Оказывается, это действительно так. Теперь внимание. Значит, я вам не причинил боль про взаимную любовь. Я вам сказал, как есть. Согласны? Поэтому много разочарований. Нам надо избавиться от него. А дети... легче становится жить. Теперь внимание.